Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 25 января. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Колоссальная нагрузка на медучреждения. Вследствие вспышки коронавируса в Якутске создают дополнительный амбулаторный центр. Легче не становится. Число новых заражений ковидом в Якутии перевалило за 1500 в сутки. Как обстоят дела с дезинфекцией торговых помещений? Вакцинация – единственный способ одолеть инфекцию. За победу в финальной акции «Стоп коронавирус Якутия» вручают автомобили. День российского студенчества или Татьянин день празднуют учащиеся высших учебных заведений сегодня. В СВФУ объявили год творческих инициатив. Фестиваль «Той Хая» снова ищет таланты. Стартовал прием заявок от взрослых участников. В этом году «Алроса» подготовила внушительный денежный приз. В Якутске на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» создают дополнительный амбулаторный центр. Такое поручение дал глава региона. Сегодня С.Н. Николаев на встрече с вице-премьером Ольгой Балабкиной и министром здравоохранения Леной Афанасьевой рассмотрел ситуацию с работой поликлиник Якутска. Глава поручил развернуть на базе ЦСП «Триумф» дополнительный амбулаторный центр. Там разместят пункты по забору анализов, терапевтические кабинеты для людей с симптомами ОРВИ, а также для пациентов с положительным ПЦР-тестом. Будут и отдельные комнаты для оформления больничных листов. Как пояснила министр здравоохранения, центр начнет работать в ближайшие дни. По заданию Айсена Сергеевича и решением оперштаба пришли к тому, что необходимо открыть дополнительный амбулаторный центр для пациентов и вообще для граждан, которые хотят обследоваться, выявить у себя, есть ли эта инфекция, либо это признаки ОРВИ. Потому что это очень востребовано, и для того, чтобы была все-таки доступность данной функции, да, или доступность как раз по этому направлению. Любой житель города Якутска может прийти, там же площади позволяют, в принципе, потоки разделить, организовать как положено, да, и, значит, на тот момент, когда мы проводим экспресс-тестирование, в это время мы знаем, что время ожидания 30 минут, человек может посидеть прямо в зале «Триумфа», подождать, да, там же ведь есть арены, и как раз вот на посадочных местах с учетом всех санитарных пятно. Между тем, число новых заражений ковидом в Якутии перевалило за 1500. За минувшие сутки заболели 1525 человек. Из них основная масса в Якутске – 1250, в Мегино-Кангаласском районе – 92 заболевших, в Верхневилюйском – 42, в Алданском районе – 32, в Намском – 25, в Татинском – 17, в Тампонском и Усть-Алданском районах по 10 случаев заражения. Еще в 12 районах от 1 до 8 заболевших. На сегодняшний день в стационарах республики в тяжелом состоянии находится 53 пациента. В отделении реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Все они, к сожалению, были не вакцинированы. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь в соответствии с методическими рекомендациями Российской Федерации. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, данный штамм распространяется в 7 раз быстрее, чем предыдущий, у большинства заболевших регистрируется легкое течение. По распространению коронавируса Алданский район в числе лидеров. Каждый день подтверждают несколько десятков случаев. Основная нагрузка приходится на амбулаторную терапевтическую службу. В городской поликлинике прием и обслуживание пациентов на дому ведут 4 врача. Ежедневное количество обращений на каждого специалиста составляет не менее 50. Большинство граждан беспокоит боль в горле, сухой кашель и температура. Забор анализов на коронавирусную инфекцию производят при обращении. Для минимизации распространения инфекции разработана схема маршрутизации для пациентов с признаками ОРВИ. Через отдельный вход они попадают в кабинет дежурного врача. Пациентов с повышенной температурой, конечно, мы призываем оставаться дома и вызывать врача на дом через колл-центр. Можно обратиться к дежурным терапевтам. Сейчас организованы специальные кабинеты, где сразу же на месте врач проводит осмотр и берет анализ ПЦР.
А торговые объекты столицы проверяют на соблюдение дополнительных мер безопасности, установленные указом главы республики. О том, проводят ли местные предприниматели обязательную дезинфекцию, а также о нововведениях, расскажет Марферина Алексеева. В связи с эпидемиологической ситуацией власти республики приняли ряд усиления мер безопасности. Так, главой Якутии Айсеном Николаевым был подписан указ, по которому в понедельник и вторник еженедельно торговые объекты должны проводить обязательную дезинфекцию с 8 до часу дня. Таким образом, в понедельник проводят дезинфекцию торгово-развлекательные центры, предприятия промышленной, оптовой и оптово-розничной торговли, а также рынки. Во вторник – предприятия, осуществляющие торговлю продовольственными и смешанными товарами. Дезинфекция должна проводиться с закрытием объектов. Административная комиссия проводит усиленную проверку на соблюдение данных требований. Составляется акт административного правонарушения, где отражается, в чем заключается нарушение, производится видеозапись на специальные средства, на телефон, где мы фиксируем в качестве доказательства данные нарушения все, составляем акт и направляем уже в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В случае составления протокола и привлечения юридического лица или индивидуального предпринимателя, в дальнейшем протокол направляется уже в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. В ходе рейда, как оказалось, большинство магазинов все же проводят обязательную дезинфекцию. Но при этом каждый день, через каждые 4 часа мы магазин все равно моем, проводим генеральные уборки, пользуемся средствами, которые прописаны по Санпину. Журналы все ведутся, дневники все ведутся, сотрудники температуру проверяют. И, конечно, мы входим в положение и даем маску обязательно. Однако случаи несоблюдения также зафиксированы. Причина, со слов сотрудников магазина, неосведомленность. На нарушителя был составлен акт об административном нарушении. Часто горожане сами проявляют гражданскую активность и сообщают сотрудникам мэрии о нарушениях в торговых точках. У нас есть очень активные общественники, граждане, которые, если видят нарушение, то отправляют нам сразу и информируют о том, что есть вот такие вот точки, да, которые работают, когда как они должны быть закрыты. Дополнительные меры безопасности введены не только в торговых объектах. Это касается всех общественных мест. Управляющие компании и товарищества собственников жилья обязаны раз в неделю проводить дезинфекцию во всех многоквартирных домах. Усиленная дезинфекция проводится и в общественном транспорте. Также закрыты детские развлекательные центры, аттракционы и фудкорты. Ограничения коснулись и общепита. Для них ограничено время работы с 6 утра до 23 часов. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. И в продолжении темы ковида за победу в финальной акции «Стоп коронавирус Якутия» вручают автомобили. Первые ключи от новенькой Нивы сегодня получила Марина Борисова, жительница города Вилюйска. Напомним, акцию проводил целевой фонд будущих поколений Якутии на средства жертвователей на сумму 3 миллиона 195 тысяч. В финальной акции приняли участие горожане, прошедшие полный курс вакцинации от ковида. С момента ее начала в России по 30 августа прошлого года. Это 11 тысяч человек. Новые машины прибыли в Якутск прямо с завода-изготовителя. Вакцину получила я 28 августа. Это были как раз-таки последние дни акции, в которую я попала. Для участия в акции меня сподвигла мама. Она сказала, что проходит такая акция, нужно будет подать заявление. Мы так усмехнулись всей семьей. Да ладно, ничего не выиграем. Но такой подарок судьбы в виде отечественного автомобиля Нивы. Это очень для нас приятно. Мы все очень рады. Зачем подвергать себя опасности, если можно предотвратить эту болезнь? И призываю всех к вакцинации. Сложно полноценно оказывать медпомощь без специалистов узкой направленности. Такая проблема актуальна для многих районов. Каждая из районных больниц решает ее по-своему. Например, в Алекминск в прошлом году прибыло 11 медицинских работников, рассказывает Елена Фаст. Одна из проблем любой больницы, особенно в столь непростое время, недостаточность специалистов. Поэтому пополнение штата районной центральной больницы в 2021 году порадовало всех. В 2021 году к нам прибыли 11 врачей. Из них 3 ординатора, о которых мы заключили договор в 2019 году. Да? Это врачи-эндокринолог, врач-рентгенолог и врач-педиатр участковый. Также к нам прибыли по приглашению из других регионов через работу по сайту
работа всем 8 врачей. Задача молодого специалиста Майи Владимировны – внимательно отсмотреть поступающие снимки и подготовить опись. Именно в районе очень достаточно. И да, людей много, и пациентов много, и снимков много, и повторных снимков тоже бывает много. Идут. Есть уточнение, да, когда приходится? Да. Своевременное обращение – залог излечения пациента, уверена молодой врач. Увы, часто это понимают поздно. Именно в районах такое случается, что не вовремя обращаются именно пациенты, даже с пневмонией. Они могут до последнего тянуть, не приходить, не обращаться к врачам. И так, наоборот, усложняет ситуацию. Еще описывая маммографию, получается, там женщины тоже проходят именно по диспансеризации, по самообращению. И чем быстрее они чем быстрее мы выявим именно патологию со стороны молочных желез, то лечение будет. Работа по подбору кадров продолжается. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам. Необходимо усилить взаимодействие по газификации населенных пунктов Якутии. Такую мысль выразил глава региона во время рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности крупных газовых предприятий. Говоря о деятельности компании «Газпром Трансгаз Томск», Айсен Николаев обратил внимание на необходимость расширения программы газификации населенных пунктов. В этом году начнут газификацию вошедших в программу поселков Иенгры, Чульмана, Мурьи и Бичинчи. Вместе с тем необходимо включить населенные пункты, которые прилегают к магистральному газопроводу «Сила Сибири», но не вошли в программу. Это Пелидуй, Витим, Толлон, Чамча, Ортонахара, отметил глава республики. Назначен временно исполняющий обязанности ректора АГАТУ. Приказом Минсельхоза России Валерий Федоров будет временно исполнять обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета. До своего назначения Федоров работал советником ректора АГАТУ. 39 миллионов рублей из федерального бюджета направят на поддержку оленеводства в арктических районах республики в этом году. Средства пойдут на приобретение передвижных домиков для оленеводов, на строительство кораллий и на обеспечение беспилотниками и квадрокоптерами. Отмечается, что поддержку будут оказывать представителям отрасли на территории 13 арктических районов Якутии, где насчитывается порядка 700 оленеводов. По проекту «Чистый воздух» в прошлом году объем потребления природного газа в 12 городах России составил 82 миллиона кубометров. В будущем этот показатель увеличится, планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. На сегодняшний день это экономически выгодно и экологично. В республике действует 23 автомобильных газозаправочных станций и 22 передвижных. Имеется также 8 газонакопительных компрессорных станций. К 2030 году их количество должно вырасти до 40. С 2022 года будет работать программа предоставления субсидий для техник, которая будет переводиться на газобаллонное оборудование, а именно на метан. По нашим расчетам, и сегодня мы готовы субсидировать до 90% затрат физических и юридических лиц на перевод техники на газобаллонное оборудование. Для этого с бюджета республики предусмотрено 24 миллиона рублей. Это только на перевод техники. Также с бюджета республики предусмотрены средства для субсидий на строительство газонаполнительных компрессорных станций в размере 20 миллионов рублей и на приобретение передвижных автомобильных газозаправочных станций в размере 4 миллионов рублей. В центре внимания и агросектор. Сегодня в Москве стартует масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. На выставке ожидают более 300 участников из 25 стран мира. Нашу республику представят сразу несколько фермерских кооперативов. Наряду с выставочной экспозицией посетителей «Агрос» традиционно ожидает обширная и разносторонняя деловая программа. Более 50 мероприятий.
Традиционно в рамках форума запланирован и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой в этом году станет развитие малых форм хозяйств на селе. В преддверии выставки эксперты отметили главные задачи отрасли. Перед отраслью сельского хозяйства страны стоят огромные задачи. Прежде всего, решить продовольственную безопасность страны, обеспечить сегодня уже рост экспорта продукции сельского хозяйства на мировой рынок, решение социальной задачи, связанной с занятостью сельского населения и, соответственно, повышение доходности селян, ликвидации бедности и улучшение комфортности проживания в сельской местности. А в Министерстве имущественных и земельных отношений республики в онлайн-формате представили региональную государственную информационную систему управления земельными ресурсами и имуществом на территории Якутии. В презентации приняли участие народные депутаты постоянных комитетов Госсобрания Илтумен. Система РГИС – это сводная информационная система по взаимодействию органов местного самоуправления и исполнительных органов госвласти республики с федеральными информационными системами. Показали те результаты и аналитику, которую может создавать система, но и как мы ее используем в своей ежедневной работе, там, по мониторингу дальневосточного гектара, по ситуации по предоставлению земельных участков многодетным семьям, по инвентаризации сельскохозяйственных угодий и так далее. Но в принципе у нас в системе 4 основных модуля, и, соответственно, есть отдельный модуль по реестр государственного имущества, в котором также мы работаем. Ну и народные депутаты задавали вопросы, которые интересуют их. Всего принимало у нас 7 представителей 7 комитетов. И каждый, конечно, по мере своей, по направлению своей работы они задавали нам вопросы. Коворкинг-центр для деловых встреч и небольших мероприятий откроют в городской библиотеке Мирного. Руководство выделит под пространство книгохранилища на 1-м этаже. Обустраивать центр начнут в этом году после завершения капитального ремонта. Его в библиотеке ожидали несколько лет. До конца марта рабочим предстоит привести в порядок взрослые и детские читальные залы, абонемент, 2 книгохранилища, административные кабинеты, фойе с гардеробом. Читателей в здание пока не пускают, персонал временно ждет посетителей в другом месте. Мы открыли пункт выдачи по улице Московской, 26. Там мы принимаем и выдаем книги. И выдаем книги по заказу, по заявкам. Это то, что можно сделать и по телефону, и на сайт библиотеки. Конечно, очень неудобно в первую очередь для наших читателей. Мы это понимаем, но надеемся, что скоро наш ремонт закончится, и мы откроем библиотеку для наших читателей. Пополнится и книжный фонд Центральной библиотеки. В прошлом году район выделил на укомплектование 800 тысяч рублей. В этом почти 2 миллиона. Также закупит периодические издания. На газеты и журналы направит 1 миллион 400 тысяч рублей. Фестиваль «Той-Хая» снова ищет таланты. Это один из множества проектов, которые поддерживает компания «Алроса». Под патронатом компании реализуют десятки общественных инициатив, направленных на сохранение и развитие культуры народов Якутии. Вот и будущим звездам якутской сцены предстоит собраться вместе онлайн. С 20 января стартовал прием заявок на фестиваль «Той-Хая». Победителю конкурса достается сертификат на 200 тысяч рублей. Подробности у наших коллег. 30 лет республиканский фестиваль «Той-Хая» проходит в селе Арылах. В Мирнинский район съезжаются таланты со всей Якутии. Благодаря конкурсу родились звезды якутской эстрады. Ангелина Файрушина, Павел Семенов, Иннокентий Васильев, Виталий Ачиров, Гаврил Николаев и другие. Все эти годы я выступал перед зрителями как победитель фестиваля «Той-Хая». Сегодня очень много конкурсов, но многие забываются. А фестиваль «Той-Хая» проходит ежегодно. Я призываю молодых исполнителей принять участие. Откройте свой талант с «Той-Хая». Молодым исполнителям я желаю удачи. Творите, пойте, участвуйте. Пусть «Той-Хая» откроет вам дорогу на большую сцену.
2021 году обладателем гран-при стала Инна Донская. Девушке вручили сертификат на 200 тысяч рублей. Денежная премия стала отличным толчком для дальнейшего развития моего творчества. Наконец-то сбылась моя мечта. Я купила музыкальный инструмент, выпустила 2 авторские песни. В этом году с гастролями ездила в Кобяйский и Анабарский улусы. В этом году призовой фонд более 400 тысяч рублей. Победителю достанется половина. Лауреатам и дипломантам вручат денежные сертификаты, а еще участников ждут дополнительные призы. Какие? Секрет. Прием заявок стартует 20 января и продлится до 5 февраля. Первый и второй тур конкурса пройдет в онлайн-формате. Положение и форму заявки можно скачать на нашем официальном сайте toykhaya.ksk.ru. Участники отправляют анкету. Для участия в первом этапе отправляется 1 песня на якутском языке на выбор участников. Участники, прошедшие во второй тур, отправляют еще 1 песню, также на якутском языке, патриотическая. Юбилейный год организаторы решили отметить по-особенному, расширив возраст участников новой группой от 8 до 17 лет. Финал «Той Хая 2022. Дети» пройдет 1 июня в День защиты детей. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Идем далее. День российского студенчества или Татьянин день празднуют учащиеся высших учебных заведений сегодня, 25 января. Глава Якутии поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Айсен Николаев отметил, что студенческая пора – это прекрасное время самых смелых планов и больших надежд, дружбы и любви, творческого поиска и добрых начинаний. В эти годы закладываются прочные основы жизненного пути человека, знания и умения, принципы и убеждения. Глава пожелал всем преподавателям, студентам и выпускникам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, претворения в жизнь добрых идей и замыслов, новых побед и свершений в учебе, науке и общественной жизни, счастья и благополучия. В Татьянин день в Северо-Восточном федеральном университете объявили год творческих инициатив с девизом «Мечтать и творить». В СВФУ стартует конкурс проектов на 65 миллионов, направленных на развитие университета по программе «Приоритет-2030». Творчество – это не только про культуру, оно может быть и в образовании, и в науке. Экспертная комиссия по достоинству оценит все поступившие заявки. С помощью проектов, которые получат поддержку, станет возможной трансформация родного университета. Прокомментировал это событие ректор Анатолий Николаев. Как сообщил руководитель вуза, в год молодого исследователя ученые СВФУ выиграли 7 грантов президента и стипендий молодым ученым, а также 16 грантов для аспирантов. Все, кто связан с университетом, для тех, кто был студентом, для всех студентов это очень день вот такой значимый и святой. Хотел бы в этот день всем пожелать удачи, успехов, чтобы все мечты сбылись, чтобы все желания и все инициативы, которые будут в этот день задуманы, чтобы в ближайшее время они осуществились. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.